В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего вторника. В студии ведущий Василий Радченко. Смотрите сегодня. Более 11,5 тысяч пациентов выписались после излечения коронавируса за минувшие сутки в России. Сезонные работы по уборке пыли и ямочному ремонту дорог начались в Якутске. Пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет увеличили в 2 раза. Более 8,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. 11 700 пациентов, между тем, выписались из больниц. Скончались 171 человек. Таким образом, на данный момент с начала пандемии зарегистрировано свыше 485 тысяч инфицированных. Умерло почти 6142 заболевших, а излечилось от COVID-19 более 242 тысяч пациентов. Всемирная организация здравоохранения призвала Россию готовиться к возможному росту числа случаев заражения коронавирусом. Там отметили, что важно помнить об эффективных мерах, и когда ограничения начинают сниматься, важно продолжать выявлять и изолировать зараженных, определять контактных лиц. Напомним, что с сегодняшнего дня мэр Москвы Сергей Собянин отменил самоизоляцию и режим пропуска в столице. Он объяснил это снижением распространения коронавируса и большим процентом выздоровевших людей. Снятие ограничений рассчитано на 3 этапа. За сутки в Якутии выявлено 75 больных коронавирусом. Общее количество заболевших теперь 2686. Из 75 новых случаев 66 в Якутске. Также проведена рекордная суточная выписка. 126 пациентов после полного выздоровления покинули медучреждения. Между тем, в тяжелом состоянии остаются 13 человек. 3 пациента на аппарате ИВЛ. 2 человека за сутки скончались. Теперь общее число жертв коронавируса в регионе достигло 17. В целом по региону коэффициент заболеваемости равен 0,8, однако локально по Якутску он все еще на отметке 0,9 или 1. Как сейчас показывают данные Роспотребнадзора и Минздрава Республики, у нас увеличилось количество детей среди заболевших. В последних случаях где-то порядка 20% новых случаев – это дети. Поэтому и к детям надо очень бережно относиться. Это ответственность родителей. И необходимо в этот непростой период все-таки за детьми тоже очень внимательно смотреть, чтобы не было несанкционированных контактов, которые могут привести к их заболеванию. Одной из ключевых тем брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу сегодня стало проведение единого госэкзамена в Якутии. На что обратил внимание сегодня глава республики при встрече с главами муниципальных образований? Я бы хотела довести это до всех, непосредственно жителей республики. Это прежде всего, осуществление, то, о чем мы с вами постоянно говорим и думаем, это обеспечение достойной сдачи единого государственного экзамена на территории республики и, соответственно, сделать так, чтобы будущее наших выпускников не пострадало от того, что они оказались такими особенными и в период пандемии проходят свое окончание школы и выпускной экзамен. В этом году в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора участников рассадят зигзагообразно, обеспечивая социальную дистанцию в 1,5 метра. Аудитории пунктов проведения экзаменов будут оснащены дезинфицирующими средствами индивидуальной защиты. 16, 25, 26 июня пункты проведения примут участие в тренировочных мероприятиях по отработке технологий проведения ЕГЭ. А 29 июня состоится пробный экзамен без участия детей. Это проверка работы всех систем и работников пунктов проведения экзаменов. Рейды по выявлению нарушителей режима повышенной готовности ведут в Вилюйском районе. О том, как жители соблюдают предписанные меры. Материал Анны Васильевой. В связи с наличием фактов распространения новой коронавирусной инфекции лицами, прибывающими из города Якутска, других населенных пунктов, а также иных субъектов Российской Федерации в Вилюйском районе, граждане соблюдают обязательный режим самоизоляции. Также для учета граждан, прибывающих на территории района, работает круглосуточная горячая линия. Я заканчиваю 4-й курс в городе Новосибирске. Учусь я в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете. Я 6 апреля приехала домой. После этого у меня взяли анализы на коронавирус. И сразу я села на самоизоляцию 14 дней. И в условиях самоизоляции я пишу диплом. То есть все, защита диплома тоже будет проходить дистанционно. И домашние дела, бытовые дела, огород, цветы,
смотрю за племянниками. Вот. Так дома, конечно, хорошо. Готовая еда, близкие люди со мной рядом. Члены Улусной административной комиссии и комиссии ЧС проводят ежедневные рейды по соблюдению гражданами и индивидуальными предпринимателями санитарных мер в торговых точках города. Касательно торговых объектов и организаций по соблюдению масочного и перчатного режима и дистанционных разметок. За нарушение данных правил были составлены соответствующие акты. Прокуратурой Вилюйского района организовано надлежащее взаимодействие на принятие мер, направленных на недопущение коронавирусной инфекции, как и с правоохранительными, так и контрольно-надзорными органами. В целях недопущения коронавирусной инфекции на территории района, соблюдения гражданами правил поведения в режиме повышенной готовности, рейдовые мероприятия по линии КДН и административной комиссии будут продолжены в течение месяца. Анна Васильева, Александра Хаватчарова, НВК «Саха», Вилюйск. К другим темам. Сезонные работы по уборке пыли и ямочному ремонту дорог ведут в Якутске. На сегодняшний день обновлены 4 улицы города. Как обстоят дела с качеством в этом году, узнаем у Сыргланы Неустроевой. Плохие дороги – больная тема не только для горожан, но и администрации города. Ежегодно на их ремонт выделяются десятки миллионов рублей. Так, в прошлом году на ремонт 10 тысяч квадратных метров ушло порядка 30 миллионов. В этом же году было выделено 16 миллионов на 5 тысяч квадратных метров. При этом состояние дорог расценивается по-прежнему как неудовлетворительное. Мы начали с мая, получается, ямочный ремонт и идем по согласованному графику. И по окончании графика там еще приписание ГИБДД бывает. И так, на ремонте стоит более 40 улиц стоит на ремонте, и уже 4 уже закончили на ремонте. Тем временем в Якутске продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». На сегодняшний день из запланированных 28 объектов отремонтировано уже 7. Улицы Губина, Кеши Алексеева, Воинская, Кирова, Свердлова, 3 Сосны, а также Маган. Однако немалое беспокойство вызывают дороги, отремонтированные в рамках проекта в прошлом году и уже пришедшие в негодность. В прошлом году, как вы прекрасно знаете, у нас проблемные участки были это объекты Сахатрасой, улицы Чайковского, Ларионова и Красильникова. То есть они в этом году должны будут в рамках гарантийных обязательств локально заменить поверхность проезжей части, то есть верхний слой асфальтобетонного покрытия. Предполагаем то, что это плохое качество материала, потому что в основном у нас отбирались пробы как раз керны, и в лаборатории замерялось уплотнение того же асфальтобетона и сам состав. Как бы там ни было, вместе с летним сезоном на горожан обрушилась и другая дорожная проблема – пыль. Несмотря на ежедневную работу поливомоечных машин, дело не сдвигается с мертвой точки. Сильные порывы ветра и пыль – так начался первый летний месяц. Мы убираем ручную перебордийную часть, получается, песка, а потом толстый слой, а потом убирается автомашинами Скандиями и Джонсонами. И Сканди выходит в Семенов 6, а в сутки 12 машин. Причина, как утверждают специалисты, незаасфальтированные участки в спальных и внутридворовых районах. Теперь единственное спасение горожан в надвигающихся дождях. Неустойчивая погода в ближайшие дни сохранится. Будет развитие кучево-дождевых облаков. С ним, значит, кратковременные дожди, возможно, грозы. А в выходные дни у нас погода без осадков установится и будет тепло. Порядка 25-27 градусов. В том, почему лето ежегодно становится причиной беспокойства граждан, не загадка. Однако найти виновного сложно. Прежде чем проверит один дорожный участок, он пройдет через множество посредников. Вот вам и получается, что крайним в 21 веке всегда остается суровый якутский климат. Сырглана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. Теперь о законодательных инициативах. Президент подписал закон об увеличении минимального размера пособий по уходу за первым ребенком до 1,5 лет. Выплата увеличится в 2 раза и составит 6752 рубля. Документ разработан в качестве дополнительных мер поддержки в период пандемии коронавируса. Согласно закону, также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска с 6 до 13,5 тысяч рублей.
Более 300 миллионов рублей направили на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет в Якутии. Всего по состоянию на 9 июня подано 30 700 заявок. Об этом сообщили в региональном Минтруде. Семьи на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно получат такой вид помощи, если доходы на одного члена семьи меньше определенной величины. В северных и арктических районах эта величина равна 20 044 рублям. Это первая зона. В остальных 16 780 рублей. Это вторая зона. Размер выплаты на одного ребенка составит 50% величины прожиточного минимума для детей, установленного по зонам республики, и составит в первой зоне 10 274 рубля, в второй зоне 8 651 рубль. Если в такой семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. Заявление на получение ежемесячной выплаты можно подать на портале госуслуг. Переписать историю станет невозможно. Среди 9 статей Конституции России, в которые предложены поправки, есть в том числе и статья, защищающая страницы нашей истории. В первую очередь это касается событий Великой Отечественной войны. Подробнее расскажет моя коллега Полина Долинская. В начале этого года мы стали свидетелями того, как главы других государств пытались переписать мировую историю, как предпринимались попытки обесценить подвиг советского народа в Великой Отечественной. Россия сильна своим единым народом, готовым встать на защиту ее интересов, отстоять родную территорию, народом, объединенным общей историей, духовно-нравственными ценностями, моральными устоями и традициями. Благодаря этому мы и победили в страшной войне, и никто не имеет права отнять у нас эту победу. Защищая свой суверенитет, охраняя целостность своей территории, государство обеспечивает безопасность своего многонационального народа, живущего в нашем общем доме – России. Во время Великой Отечественной из Якутии на фронт защищать родину отправились 63 тысячи человек. 38 тысяч из них погибли. Еще 6 тысяч пропали без вести. Воины-якутяне покоятся в братских могилах в Белоруссии, Украине и на Прибалтике. Статья 67. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются. С учетом нынешней эпидемиологической обстановки в мире не менее важно обеспечение безопасности голосования. Главной задачей избирательной комиссии является обеспечение безопасности для здоровья как для голосующих, так и членов избирательных комиссий. Мы принимаем все зависящие от нас меры, которые рекомендованы нам Центром избирательной комиссии России совместно с Роспотребнадзором Российской Федерации. На каждом участке будет организован пункт температурного контроля. При входе размещен дезинфицирующий коврик. Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, таких как одноразовые перчатки, маски и одноразовая ручка. В целях соблюдения социальной дистанции будет нанесена разметка. В течение всего дня участок голосования будет неоднократно проветриваться и обрабатываться дезинфицирующим раствором. Также в целях безопасности у граждан есть возможность проголосовать на дому. Это далеко не все поправки в Конституцию Российской Федерации, которые гражданам предстоит принять 1 июля всей страной. Но именно они демонстрируют нам, как важно проявлять свою гражданскую ответственность. Накануне, в честь Дня социального работника, Владимир Путин онлайн пообщался с представителями этих важных профессий. В ходе разговора он сказал, что изменения в Конституцию рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся в помощи. А каково мнение россиян на этот счет? Что для них самое важное? Наши корреспонденты в Уснере и Алекминске узнавали у местных жителей, какая из предложенных поправок к главному закону страны импонирует им больше всего. Из всех поправок к Конституции Российской Федерации мне наиболее импонирует поправка о семье, о защите материнства и детства. Потому что семья является наивысшей ценностью, и многие семьи уже сейчас ощущают поддержку государства, поддержку наших детей и семьи в целом. Хотелось, чтобы государство в дальнейшем поддерживало семьи с детьми, а также поддерживало наших отцов. 1 июля состоится голосование за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. Я считаю, что данные поправки принесут стабильность нашему народу
и будут работать на благосостояние нашего населения. Ну, конечно, это на сегодняшний день размер пенсии, значит, заработная плата не ниже минимального размера оплаты труда и многое другое. Я так думаю, что на сегодняшний день на выборах люди проголосуют за поправки. Тем временем работа над национальными проектами не останавливается. Одним из уже реализуемых объектов в рамках нацпроекта «Демография», предложенного президентом Владимиром Путиным, стало начало строительства в Алекминске спального корпуса на 200 мест для психоневрологического дома для престарелых и инвалидов. Площадь здания составит более 7000 квадратных метров, стоимость порядка 600 миллионов рублей. Ольга Валерьевна, разрешите установить первую сваю, как говорится, золотую на место. Первая свая на площадке, где развернуто строительство спального корпуса психоневрологического интерната, торжественно установлена. Событие значимое. В интернате на сегодня проживает 376 человек. 5 лет назад введен в строй спальный корпус. Но, конечно же, этого было мало. Проводится большая работа по изменению стандартов оказания социальных услуг. Эта работа вся направлена, чтобы улучшить качество оказываемых услуг гражданам, проживающим в стационарных учреждениях. Условия проживания на сегодняшний день, предположим, у нас скученность большая, по 6, по 10 человек в комнатах живут. С вводом этого здания у нас по 4, в некоторых местах и по 2 человека будут проживать. Эти годы вопрос обозначался на всех уровнях и, наконец, благодаря национальной программе демографии и региональному проекту «Старшее поколение», проживающие в интернате получат по-настоящему комфортные условия. Проще будет выполнять свои функции и работникам. Площадь этого здания более 7000 квадратных метров. С проектной стоимостью этого здания более 600 миллионов рублей. Строительство рассчитано на 3 года. Ввод в эксплуатацию здания запланирован в 2022 году. На этом учреждение уже полностью все строительство закончит, будет отвечать всем требованиям санитарных норм, противопожарной безопасности. А мы, коллектив, со своей стороны будем работать над улучшением предоставления качественных социальных услуг. Вся церемония проходила в формате онлайн. Прямо во время церемонии присутствующих поздравили члены правительства. Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным на сегодня поставлена задача забота о нашем старшем поколении. В майских указах президента определены его основные приоритеты. И сегодня на территории Алекминского улуса реализуется национальный проект «Старшее поколение». Елена Фаст, Алекминск. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.